Салам алейкум, дорогие мои подписчики. Рассказ про Судан. Это продолжение следует, еще кое-что хочу рассказать. Там мошенничество ни разу я не видела. 5 лет я там жила, учила. Обман нету, воровать нету. Они это настоящие, как это, по-настоящему они живут в исламе, да. Во время Рамадан это богатые, они откроют свою дверь, два это одну дверь откроют для мужчины, вторую дверь для женщины. В этом месяц Рамадан каждый день по группу они как разделяют студенты. Именно иностранки, девчонки они отправляли. Редко они местные девчонки, по одной, по две девчонки они тоже взяли. Ну, как это, если желающие. А вот иностранки, обязательно они как это, они разделяли по эту группу, отправляли это ифтар. Ифтар джамай это они называют. Групповая, как ифтар, они как это отправляли вот это дом, как это, который они как это сделали, это как это ифтар. Богатые, такие, как красивые дома. Вот. Один раз еще мы были, это ифтар, это президент это пригласил дворец. Мы были один раз тоже, это жена, это его жена нас это принимала. И как это встречала и провожала. Вот, поэтому мне только очень как это отличные, как это замечательные впечатления у меня от этой моей жизни, это в Судане. Что насчет учебы, насчет как это жизнь, насчет дружбы, насчет это гостеприимства, да. Еще это, они это откроют пост с фиником. Финик обязательно у них на столе, да. И компот домашний они готовят для этого ифтар, когда нас, ну, гости как пригласили, в гостях мы были. И у нас в общежитии тоже так это готовили финики, как это наши, как это повара, они готовили это компоты, как это домашний, да, без химиката. Мы 5 лет, получается, мы жили, как кушали это свежие овощи без химиката. Даже у них есть эта фраза, которую они говорят, что мы кушаем, что мы сами, это как это выражает, как это сажаем, да? Мы кушаем, что сами сажаем, а мы одеваем, что сами производим. Да, вот суданский народ такой это есть у них. Такое слова, такое, как это, такая фраза. Что еще рассказать про Судан? Только одной, как это, одной, это как это, как сказать, одной, как это, добрые, золотые, одной это, такие это воспоминания, это только хорошие воспоминания. Нет у меня нехороших воспоминаний. Одной только замечательные, одной только это такие воспоминания. Как это приехала в Судан, я начала свою жизнь с чистого лица. У меня же все это были, как я вам рассказала, после гражданской войны приехали в Москву. Они каждый раз мне сказали, что о, такая ты бедная, о, брата потеряла. Мои, ну, родственники так они со мной вообще относились к этому в Москве. Поэтому я попросила Аллаха, Аллах мне как это сделать, так что я это сбежала от них, короче. Мои родители, папа, мама были это в Таджикистане, а я с братьями, их жены там в Москве была. Вот, поэтому Аллах Субхану Тааля мне в росте, как отправил в Африку, там потом я приехала, решила начинать жизнь с чистого лица. С чистого лица я начала, никто это не знали про мои прошлые. У меня вот так 5 лет я жила. Про прошлое, когда не знают, это лучше, что они не знали. Люди, тем более, которые они не понимают тебя. Я вот рассказывала, Владеле рассказывала, люди, которые не понимают, они начинают мне как это расстроить меня, обидеть и до слез доведет они меня. Потому что люди, которые они не знают, как я чувствую себя, да, меня это чувствует, это понимает,
та, которая, как я, она это с ней произошло, это насилование, а которые, как это не произошло, они не чувствуют. А, говорят, и если когда, ну, как это, что-то, что если от меня это человека, как это, пользы не будет, потом начинает упрекать, начинает до слез довести. Поэтому некоторые э, иногда лучше как что не рассказать никому о своей, как это, горе. Вот это 5 лет я жила, там никто не знали о моей горе. Поэтому у меня все это было как это, как же есть такая эта шутка в шоколаде. Жизнь у меня там была в шоколаде, одно и как это, ну, жизнь, жить в исламе. Кто если живет, это одно наслаждение. На самом деле это жить в исламе наслаждение. Вот наслаждение. А счастливый человек, как вот в Африке, они всегда они это сказали мне, что они счастливые, они как живут это счастливо, потому что они живут ислам. Даже они, вот суданский это народ, знаете, что они, у них была такая фраза, мы даже это умрем от голода, мы нет, когда, нет, не отказываем это, не отворачиваем это от ислама. Мы даже если умерем от голода. Да, вот так, такой народ они. Так всегда они сказали, что даже мы никогда не это не отказываем от своей религии. Мы умираем мусульманам. Да. Мы умираем, будучи мусульман. Вот так. Спасибо за внимание.